Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем обо всем, что произошло в республике к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. Всем огромное спасибо, конечно. Дом на самом деле был необходим. Условия хорошие для нас создали. Сотрудники СПК «Дегусто» празднуют новоселье. 7 новых домов построили для них в прошлом году в Ильхотово. Вместе с хозяевами сегодня их осмотрел и глава республики Сергей Минейло. Изучать что-то новое – это всегда интересно и волнительно. В Североосетинском государственном университете проходят трехмесячные курсы по основам программирования. Ребята осваивают алгоритм искусственного интеллекта и решают практические задачи. Нам важно передать свой опыт волонтерам местным. Волонтеры из Новосибирска провели массовую стерилизацию местных собак. За время акции специалисты сделали больше 200 бесплатных операций. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок обратился к главе региона Сергею Минейло. Он попросил переименовать часть улицы, чтобы дом Вахтангов находился на одноименной улице. Об этом стало известно на еженедельном аппаратном совещании. Глава назвал идею логичной. Он предложил вынести вопрос на рассмотрение комиссии и провести слушание. На заседании говорили и о проблеме внешней привлекательности Владикавказа и районов. По словам Сергея Минейло, с начала года к нему поступило 85 жалоб на несанкционированные свалки. Кроме этого, есть проблема и с укладкой дорожного покрытия в Беслане и Моздоке. Руководитель региона недоволен тем, что ремонт проводят в дождливую погоду. Наш подрядчик. Ну и призовите его к порядку, этого подрядчика, и научите его работать. Какая температура асфальта должна быть перед укладкой, Тарел Тазарович? Не выше 160 градусов. Не понял. От 140 до 160 градусов. Ну. Так вот, во время дождя она такая температура будет или нет, Тарел Тазарович? Нет, конечно. Ну так наведите порядок, спросите с подрядчика, заставьте его переделать. Северная Осетия отметит День Победы военными парадами во Владикавказе и Моздоке, акцией «Посмотри на их лица», народным шествием «Бессмертный полк». Подготовку к 9 мая обсудили на первом заседании оргкомитета. Его провел Сергей Минейло. В плане торжественный прием от имени главы республики, праздничный салют, мото- и автопробег по местам боевой славы, акции «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти», уроки мужества, спартакиада и многое другое. Сергей Минейло поручил своевременно исполнить запланированные пункты, уделить внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, организовать цикл уроков в школах с участием Совета ветеранов, общественных организаций, а также создать тематические уголки в вузах и СУЗах. Ко встречам со школьниками и студентами, по мнению Сергея Минейло, необходимо привлечь и участников СВО, которые в период празднования Дня Победы будут находиться в республике в отпусках или на лечении. В параде Победы на площади Свободы во Владикавказе примут участие представители Министерства обороны России и других силовых ведомств. В механизированной колонне 23 единицы спецтехники. Глава предложил привлечь суворовцев, юноармейцев и кадетов. Минкульт и АМС районов подготовят программы празднования в каждом районе республики. Там мы перенести уже, отменить ничего не можем. Дмитрий... Работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Дегусто» могут праздновать новоселье. 7 домов в Ильхотово построили еще в прошлом году по федеральному проекту. В гостях у семей побывал Сергей Минейло. Глава лично убедился, условия им создали самые комфортные. Подробности в материале Аланы Томаевой. Первым в свой новый дом заходит хозяин, показывает главе республики комнаты и условия. Здесь сделали ремонт, есть электричество, газ и вода. Осталось только завести мебель. В семье есть дети. Сергей Минейло поинтересовался у них, нравится ли им новый дом, и посоветовал скорее выбрать себе комнаты. Ну вот мама, папа, сейчас что?
Ой, не надо там Масуда и Амжара. Мы знакомы. 7 новых домов в Ольхотово получили сотрудники предприятия «Дегуста». Они разной квадратуры и рассчитаны даже на многодетных семей. Помимо дома 10 соток земли. Это ощутимая помощь, говорят новые владельцы. Всем огромное спасибо, конечно. Дом на самом деле был необходим. Условия хорошие для нас создали. Посмотрели, все нравится, все устраивает. То есть все было сделано на высшем уровне. Дома построили в прошлом году по федеральному проекту развития жилищного строительства на сельских территориях и повышения уровня благоустройства домовладений. В ближайшее время территорию вокруг благоустроят, положат асфальт и огородят дома в едином стиле. Условия 5 лет работы. И потом выкуп по остаточной стоимости. И мы эту программу будем продолжать. Вот мы на следующий год уже заявляются еще 2 компании для своих сотрудников. Вот. Сейчас самое главное найти землю для того, чтобы это сделать. А вот мы договорились с руководителем компании «Дегуста», да, что и дальше, по возможности, конечно, инвестора будем продолжать. После Сергей Меняйло посетил само предприятие. На месте провели совещание, обсудили развитие кооператива. Здесь не только выращивают сады, но и занимаются животноводством и растениеводством, развивают зерновые культуры и виноград. Планов много, хотят получить статус племенного завода. Для этого сейчас кооператив разрабатывает и внедряет современные технологии содержания, кормления и воспроизводства. Алана Томаева, Алан Суанов. Новости Осетии. Заболеваемость ВИЧ за первый квартал этого года уменьшилась больше, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Северная Осетия не входит в 30 субъектов страны, в которых показатель превышает среднее значение по стране. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями регулярно проводит информационные кампании в учреждениях образования. Специалисты выполняют целый комплекс мероприятий. Организовали мобильные и выездные бригады по конфиденциальному консультированию и добровольному анонимному бесплатному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Мы видим, что системная работа дает свои результаты в данном направлении. У нас на территории республики идет снижение. И, конечно, это очень хорошие результаты и хороший фактор. Необходимо больше проводить тестирование, разъяснительные работы, больше обращать на это внимание, ну и дальше проводить эту деятельность, которую вы проводите совместно с Министерством здравоохранения. Эта работа должна продолжаться. Национальное телевидение Осетии Рыштон в десятке региональных каналов по охвату аудитории. Такой результат – совместная заслуга профессиональной команды и наших зрителей. Уже 5 лет каждый день мы создаем интересное, важное, полезное, развлекательное. Впереди еще больше масштабных проектов и амбициозных планов. Телекомпания «Осетия Рестон» в декабре прошлого года отметила свой 5-летний юбилей. И попадание в рейтинг 20 региональных телеканалов по доле телесмотрения, конечно, для нас очень важная оценка нашей работы. Тем более, что оказались мы там по соседству с такими крупными телекомпаниями, которые работают уже не одно десятилетие, как «Губерния» из Хабаровской или 12-й телеканал из Омска. В этот рейтинг попали несколько телекомпаний из небольших национальных регионов России. Мне кажется, это подтверждает стремление жителей России сохранять некую самоидентичность национальную. И в этом плане телекомпания «Осетия Рестон» очень большое внимание уделяет программам на осетинском языке. И, конечно, хочется сказать отдельное спасибо нашим телезрителям за то, что вы выбираете телекомпанию «Осетия Рестон». Стартовал конкурс управленцев «Лидеры России», проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это возможность пройти комплексную оценку своих профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны. Принять участие в нем могут граждане России и зарубежья до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. В 5-м сезоне конкурса впервые каждый участник после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию навыков, а также стиля управления. Среди главных призов – грант в размере 1 миллиона рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации. Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента страны с 2017 года.
Министр просвещения Сергей Кравцов дал старт всероссийской акции «Мой первый учитель». В ней участвует и Северная Осетия. Сегодня замминистра образования и науки Вадим Габеев навестил своего первого классного руководителя Розу Минзаеву. Она проработала в школе 55 лет, из них 25 в школе для слабослышащих детей, а также в Сурхдигаре и Чекале. Преподавала осетинский язык в начальных классах. Роза Георгиевна – ветеран труда и отличник народного образования. Я была довольна своим выбором, что училась на учителя и работала учительницей долгие годы. И фотографии есть, когда я просматриваю имена, фамилии, повторяю. Помню своих учеников. Очень знаменательный день, потому что так уж получилось, что много лет я работал за пределами республики и не удавалось посетить, поговорить, пообщаться со своими учителями. И самое главное, с первой учительницей Розой Георгиевной. Вот сегодня этот день настал. В этом году наш праздник общий педагогов, наставников, год педагога и наставника объявил президент нашей страны. Мы, конечно, никогда не сможем воздать им должное в том объеме, в котором они в нас вложили свою душу, свое сердце, свои знания. Владикавказ в 12-й раз присоединился к просветительской акции «Тотальный диктант». С самого утра СОГУ и СОИКСИ, две очные площадки в городе, заполнили свыше 200 желающих. Школьники, студенты, преподаватели, кто хочет проверить уровень грамотности и просто говорить и писать по-русски правильно. В этом году текст об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве написал журналист из Владивостока Василий Авченко. Диктором стал доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка СОГУ Борис Кунавин. А вот председатель комиссии, федеральный эксперт по проверке творческой части ЕГЭ по русскому языку Тамара Газаева. Самому возрастному участнику Роальду Каупушу 91 год. Я обязательно допущу много ошибок. Тут такой момент. Если тексты пишу я, а я пишу небольшие рассказы для своей правнучки во Франции, чтобы она не забывала язык, то у меня ошибок практически не находят. Но когда я слушаю чужой текст, я обязательно делаю ошибки, в основном, как правило, только пунктуационные, потому что я не слышу интонации автора, а у меня слуховая грамотность. В СОГУ продолжаются курсы по основам программирования для учащихся с 5 по 8 классы. Главная цель – заинтересовать детей предметом. По воскресеньям проходят лекционные занятия, а неделю они решают практические задачи онлайн. 3 месяца школьники будут учиться быстро и легко программировать, поймут алгоритмы искусственного интеллекта, узнают, как устроена сеть интернет, как создаются сайты, компьютерные игры и мобильные приложения. Сейчас IT это, в принципе, довольно востребовано, и программирование тоже очень интересно. Это довольно развивающе, и изучать что-то новое – это всегда интересно и волнительно. Я хочу в дальнейшем связать свою жизнь с этой профессией. Отучилось более 1500 детей. После длительного периода вновь запустили переработанный курс. Ведут студенты 4-го курса, и в этот период главенствует информация, а информационные технологии – это та наука, которая занимается этой информацией. Поэтому это очень востребовано. Во Владикавказе почтили память выдающегося генерал-майора Красной Армии Кантемира Александровича Цаликова. Мероприятие приурочили к 115-летию со дня его рождения. Под руководством Кантемира Александровича дивизия в составе 59-й армии вела оборонительные бои на рубеже реки Волхов. В составе 1-го гвардейского стрелкового корпуса участвовала в Сталинградской битве, Ростовской, Донбасской, Мелитопольской и Крымской наступательных операциях. Освобождала Евпаторию, Севастополь, Каховку, Молочанск, Новочеркасск, Волноваху. Кантемир Цаликов погиб 21 июля 1944 года от взрыва противотанковой мины. Генерал-майор награжден 6 боевыми орденами. Почтить память пришли представители фамилий Цаликовых, Республиканского совета ветеранов, Штернахаша, юнармии и администрации села Ноккау.
В республике провели акцию массовой стерилизации бездомных собак и тех, что находятся на попечении местных волонтеров. Справиться с большим потоком животных помогли специалисты из Новосибирска. За 3 дня хирурги провели больше 200 операций и охотно поделились многолетним опытом с нашими специалистами. В этом блоке серийная стерилизация в 4 руки будет идти почти до самой ночи. Провести 250 операций за 3 дня для волонтеров из Новосибирска уже даже не вызов. Это 10 лет практики и просто колоссальный опыт в разных регионах. Уже 2 года ездим по регионам, масштабируем свой опыт. То есть нам важно передать свой опыт волонтерам местным, что это несложно, что это возможно организовать и нужно своими силами, чтобы время не уходило зря. Задача волонтеров – охватить хотя бы 10-ю часть тех, кто на попечении питомника и неравнодушных людей. В масштабах республики помощь будет ощутима. Останавливаться на этом, конечно, никто не собирается, но впереди большая работа уже с самим населением. Эти собаки оказались на улице не просто так, они выкинуты. У нас очень много животных просто выкидывают, породистых животных, которые просто поиграют с щеночком и выбросят на улицу. И поэтому мы ведем работу. Сейчас в местном питомнике 190 собак. После приема каждый местный ветеринар просто обязан провести операцию по стерилизации. Вот только врачей тут 2, справиться с потоком почти невозможно. На помощь приходят волонтеры, но и этого бывает недостаточно. Наши ветеринарные врачи тоже уже руку набили на этом. Где-то в день, в среднем, мы где-то 5-6 собак стерилизуем. Дальше, уже мы их биркуем. Если все нормально, швы зажили, все, мы, согласно законам федерального, мы их обязаны выпустить в прежнее место обитания. Мы вот таким образом работаем. Волонтеры из Новосибирска планируют вернуться с еще одной миссией сюда же уже в следующем году. Если удастся выполнить все, что наметили, говорят сибиряки, то проблема бродячих животных в Осетии решится в самое ближайшее время. Алина Цгоева, Сармат Сугаров, Новости Осетии. Во Владикавказе провели 4-й северокавказский конкурс юных исполнителей «Золотая свирель». Больше 200 участников из 6 республик Северного Кавказа соревновались за звание лучших в номинациях фортепиано, соло, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, академическое пение и эстрадно-джазовый вокал. В заключительный день лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории Александр Струков провел мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ. Эстрадные классические песни и живая музыка разных народов. В детской школе искусств Ардона прошел совместный концерт учащихся и преподавателей учреждения. Это первое выступление творческого коллектива в новом здании. Оркестры народных и осетинских инструментов, казачий хор, трио гармонистов и не только. Гостям представили яркие и запоминающиеся номера. В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Республики, администрации района, известные артисты, общественные деятели. Концерт не оставил равнодушным никого. Гости вечера были в восторге. Добавим, в школе доп. Образования Ардона обучается больше 200 детей. Мы очень усердно готовились, мы волновались. Мне понравилось то, что мы все вместе с друзьями играли на инструментах национальных. Это для детей очень большой стимул, что они рядом с гармонистами, с баянистами. Они тянутся к усовершенствованию своего мастерства. Во Владикавказе прошел открытый турнир по джиу-джитсу памяти первого президента Федерации Республики Казбека Хитагурова. Соревнуются 220 спортсменов. Это юноши и девушки со всех районов Северной Осетии. Возраст от 10 до 21 года. Интерес к этому виду спорта в Северной Осетии, говорят тренеры, с каждым годом растет. Были на первенстве России. В общей сложности мы привезли 3 золотые, 2 серебряные и около 6 бронзовых наград. То есть мы идем довольно-таки нормально. Мы входим в 10 лучших команд России по джиу-джитсу. Это были все новости. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.